Генеральная прокуратура Абхазии начала проверку после резких высказываний, которые прозвучали на предвыборном собрании одного из кандидатов на пост президента республики. Выборы назначены на 15 февраля, но уже сейчас оппозиция призывает людей выходить на улицы с оружием в случае победы действующего, исполняющего обязанности главы государства. В чем опасность таких заявлений и на чьей стороне большинство жителей, разбирался Михаил Смирнов. До президентских выборов в Абхазии еще полмесяца, и каждый кандидат старается использовать оставшееся время по-своему. На этих кадрах с избирателями встречается оппозиционный политик Адгур Ардинба. Собрание запомнилось не обсуждением программы, а чересчур резким высказыванием одного из старейшин Аполлона Шинкуба. Главный тезис выступления: если на выборах победит исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, сторонникам придется брать в руки оружие. Ни сам оппозиционный кандидат, ни его команда не остановили выступающего. Наоборот, громкие лозунги вызвали у них ухмылки. Идет активная предвыборная гонка, и, естественно, люди напряжены, идет очень активная политическая борьба. Поэтому в таких моментах, конечно же, нужно очень аккуратно подходить к подобным высказываниям. Даже если они были, нужно набраться мудрости и ни в коем случае не переступать грань. Такой открытый призыв к радикальным действиям во время президентской гонки ставит республику на грань массовых протестов. И это не на шутку перепугало местных жителей. Понять их можно. Страну лихорадит не в первый раз. Уже 3 главы государства вынуждены были уйти с поста после уличных протестов. И повторения сценария мало кто хочет. Это может привести к катастрофическим последствиям. Агрессивным выступлением уже заинтересовалась Генеральная прокуратура Абхазии. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия начата проверка в связи с опубликованным в средствах массовой информации выступлением ветерана войны, героя Абхазии, члена Совета старейшин Аполлона Шинкуба на предвыборной встрече одного из кандидатов в президенты в селе Чилоу Ачамчирского района. В ходе проверки будет дана правовая оценка высказываниям Шинкуба на предмет наличия в них противоправных действий. Основной кандидат на пост президента Абхазии Бадра Гунба выступает резко против любых призывов о насилии. Но в первую очередь о том, что никогда не пойдут против своего народа с оружием в руках, в социальных сетях заявляют ветераны вооруженного противостояния 1992-93 годов. Эти люди, рискуя собственными жизнями, принесли республике независимость, создавали сильное государство, которое теперь могут ослабить политические склоки. Я уверен, что ни один нормальный ветеран войны не поддержит никогда развязывать гражданской войны в условиях Абхазии. Ни один из участников не пожелает ни своим детям, ни своим внукам повторения чего-то подобного. Впрочем, некоторые государственные деятели считают, что угрозы мирному проведению выборов в Абхазии нет. Речь члена Совета старейшин могли неправильно истолковать. Он говорил на абхазском языке, и, насколько мне понимается, он говорил о том, что благодарил Бога за то, что политический кризис, внутриполитический кризис Абхазии 15 ноября нам удалось преодолеть без кровопролития. Сказал: не дай Бог, нам придется прибегнуть к использованию оружия. Высказывания сейчас тщательно изучают правоохранительные органы. Радикальные призывы, даже мелкие, могут создать лавину проблем, решать которые придется уже новому президенту после выборов 15 февраля. Невзирая на разные политические взгляды, большинство экспертов склоняются к одному: страну должен возглавить человек, который объединит ее граждан и обеспечит мир в республике. Михаил Смирнов, Дарья Аганова. Экстренный вызов.